Мы не будем переводить, как будет убегать, сбегать от этих противников. Вратарь у нас тот, кто стоит на воротах. Капкаще. Капкаще. Вот слово «шайба» тебя, конечно, удивит. Айда подкаст. Учим татарский. Дуслар, всем привет и сәлемсіз. Это Айда подкаст. Меня зовут Айнур. И я до сих пор учу татарский. Мен татарша үйренем. Меня зовут Римма. Я до сих пор преподаю татарский. Салям, Айнур. Салям. Сегодня наша тема «Как фанатеть татарща». То есть мы сегодня будем говорить про спорт. Я сразу предположу, фанатеть это значит болеть, да, за какую-то команду. У нас прошлый выпуск был как раз как жаловаться врачу татарща. Мы разобрали 3 слова болеть. Ширлярга, да. Аурыга, да. Хасталарга, хам, сырхаларга, да. Угу. И, видимо, я так подозреваю, что ни одно из этих слов не подходит для понятия болеть за спортивную команду. Я прав? Да, если у нас здоровый болельщик, мы будем про него говорить «жан-атар». От глагола «жан-ата», то есть болеет всей душой. Ну, жан-ата, это же будто, если буквально разобрать, это душа стреляет, нет? Да, можно и так запомнить, но с глаголом «ата», «отарга» у нас слишком много вот таких вот парных глаголов, когда вот именно слово «ата» дает какое-то значение, но при этом ни про какую стрельбу речи не идет. Например, «щащак-ата» — цветет. Слышал, наверное, такое слово. Да, вспомнил. Тонг-ата расцветает. Окей, хорошо. То есть «жан-атабыс» — болеем. А болеем мы обычно за команду. Команду на татарском будем называть «такым». Футбол «такыма», волейбол «такыма», хоккей «такыма». А кто у нас играет в команде? Видимо, токомще. Токомще. Можно и так сказать. То есть командный игрок. В команде у нас играет игрок. Игрок у нас на татарском будет уянща. От слова уян — уянща. То есть между игроком и игрушкой в татарском ровно одна буква «К». То есть уинще — это игрок, а уинщик — это игрушка. Да. То есть игрок может сказать «Мися уинщик тугель». Я тебе не игрушка. Яхша. Давай посмотрим, вспомним, разберем, какие любимые виды спорта у татар. Любимые, традиционные, популярные. Что любят татары, что любят смотреть, чем любят заниматься. Что тебе первым приходит на ум? Ну, во-первых, Татарстан — это же спортивный регион. И как недавно мне где-то попалась шутка, что татары так долго строили вот этот образ, типа Татарстан, спортивный регион, но вышло слово пацана, и это теперь... я вспомнил, это у Фила Воронина был, да, что... А теперь это вот гоп-столица. Я думаю, что хоккей, конечно, Акбарс. Футбол, Рубин, баскетбол, Уникс. У нас еще даже волейбол, кстати, смотрит. У нас есть там Зенит, Казань, есть волейбольная команда Динамо. Ну, короче, спорта много. Но я думаю, еще татары любят куряж. Это вот национальная борьба. И, наверное, вот скачки, наверное, потому что татары, кони — это как бы, ну, такая простая ассоциация. Хотя, может, они коней больше любят в виде козлык, я тоже не знаю. Расскажи ты, какие... Ну да, если не доскакал, то козлык, куряж, борьба. Правильно, это наш национальный вид спорта. От чабыша — скачки. От чабыша. Чаба — скачет, чабыш — скачки. Еще у нас татары в последнее время очень сильно полюбили фигурное катание. А у нас много татарских звезд, ну, в смысле, несколько татарских звезд. Фигурала шуу. Шуу — это кататься на льду, скользить, ползти. А фигурала шуу — это фигурное катание. То есть, может быть, если фигурное ползение, такой вид спорта будет, он тоже будет, получается, фигурала шуу? Если у нас змея будет ползать по какой-то фигуре, мы скажем фигурала шуа. Ну, еще я знаю слова сразу сопутствующие, это я знаю. Лед — это боз, а коньки — это тимирояк. Дурис? Дурис. Супер. Бекяхша. Каток будет шугалак. Место, где катаются. Угу. На коньках. Шугалак. А еще, раз у нас столица спорта, у нас есть и водные виды спорта. Плавать у нас езю, езерге. Зимой у нас чем занимаются? Коньки, вот лыжи, наверное, биатлон. Лыжи, шанга, шангада шуабыз, шанада шуабыз. Это зимние виды спорта. Практически все эти виды спорта объединяет у нас чисто сабантуйская тема. Площадь, площадка, мейдан. Угу. Мы каток можем назвать Майдан. И
площадь, где у нас происходит борьба. Естественно, это всегда называлось майдан, күреш майданы. Хотя футбол, хоккей, майданы, майданчығы деп айта алабыз. Можем сказать, что футбольная площадка, хоккейная площадка, футбол майданы, футбол майданчығы, хоккей майдан, хоккей майданчығы. Шеп. И детская площадка тоже будет балалар майданчығы. Супер. Прям схватываешь на летой. Рахмет. Главное не забудь к следующему занятию. Окей. Давай посмотрим самые популярные среди фанатов, болельщиков виды спорта, командные виды спорта. Популярные в Татарстане тоже. Это футбол, хоккей. И какие там есть позиции у игроков, чтобы мы знали, кого как будем называть, когда будем, например, комментировать игру. Угу. Я думаю, что и в хоккее, и в футболе есть нападающий, защитник и вратарь. Вот. Нападающий у нас хэжумще, от слова хэжум, нападение, атака. Защитник сокще. Сокще. Ну, от слова сокларга, да. Ага. Да, защищать. А как будет полузащитник? Білмеймін. Половина защитника. Ярым сокще. Давай етебіз. У нас есть вратарь. От слова ворота, капка. Вратарь у нас тот, кто стоит на воротах. Капкаще. Капкаще. Подожди, а как будет крышка кастрюли? Капкач. А как сказать, вратарь взял крышку кастрюли? Капкаще, кастрюлю капкащин алды. Тоже одна буква. Копкаще, копкащ. Окей. В команде у нас есть... Подожди, слушай, Рима, а получается, если бы, в мишарском варианте копкаще, это будет копкац. Копкац. Айнур, я ценю твои попытки, но я была в мишарских селах. Они капка называют кабак. Кабакцы у них, тот, кто стоит на воротах. Кабакцы, блин. А я думал, что мог бы получиться неплохой оппозиционный татарский блогер. Капкац. Капкац. Мог бы быть, да. Давай продолжим. У каждой команды, у каждого спортсмена, конечно, есть важный человек, который обучает, наставляет, тренирует. А это тренер. Я думал, скажешь мать. Мать. Но если тренер тоже мать, то почему бы и нет? Остаз. Но остаз же это мастер, типа. Оста — мастер. Остаз — наставник. Все, тоже одна буква. Вообще гениальный татарский. Оста — мастер. Остаз — наставник. А на поле, на площадке, кто у нас самый главный? Арбитр, судья. Хакамдар. Хакамдар. Тот, кто выносит приговор какому-то действию, какому-то событию на поле. Хакамдар. Подожди, Рима, а почему, кстати, не хукумщи? У нас все ща, а тут хукумдар. Да, мы могли бы сказать слово хакамще, хотя хакам — это не наше, не татарское слово, это опять откуда-то из Востока. И суффикс тоже. То есть они пришли вместе. Словообразующий суффикс дар, хакам, хакамдар. Хакам — это приговор, какое-то решение. Хакамдар — это тот, кто выносит это решение, этот приговор. Яхша, ладно. И самый главный человек для зрителей, телезрителей, для слушателей, конечно, это же комментатор. Как на татарском мы назовем комментатора? Сүйляще? Сүйляще. Можно просто сказать комментарще. Комментарще. Ще. Комментарще. Ну да, если бы было бы дар, было бы комментдар. Комментдар. Странно звучало бы комментдар. Комментардар. Комментардар. Ладно, я оставлю этот момент. И зрители с восторгом встречают, когда у нас команда забивает или мяч, или шайбу. Поэтому было бы уместно запомнить, как у нас будет мяч на татарском. Мяч я знаю, это туп. Туп тебя без. Туп, да. Вот слово шайба тебя, конечно, удивит, потому что это будет на татарском олка. Сережка, олка. Да. То есть такой брутальный вид спорта. Это такая не брутальная часть для этого спорта. Олка. Олка — это шайба в хоккее. А что же в это время делают болельщики? Какие есть у нас атрибуты болельщика? Какая функция? Зачем вообще болельщики приходят на стадион? Ну вот ты сказала, болеть — это жон от орга. Ну, наверное, во-первых, болельщики, они... Я помню, что мы приходили на стадион в тюбетейках, но
В московских стадионах ты в конце игры не ждешь автографа у игрока. Ты быстрее убегаешь из стадиона, чтобы не столкнуться с фанатами другой команды. Особенно, если тебя еще посадили в фанатский сектор соперника. Аңладым, әйе. Шулай. Мы не будем переводить, как будет убегать, сбегать от этих противников. С чем приходят обычно болельщики на стадион? Они приходят с флагами. Байрак, алям. Можно использовать и то, и другое слово. Некоторые приходят с барабанами, стучат во время игры, подбадривают команду. Барабан у нас по-татарски тоже будет барабан. Кричалки. Вот, классные, красивые традиции. Ну, если, конечно, кричалки тоже красивые, вдохновляющие. Как мы могли бы перевести слово «кричалка» на татарский язык? Кышкыру? Да, без кышкырабыз, кричим. Кышкыру — это просто кричать. То есть крик кышкыру. Кричалка можем попробовать назвать кышкыргыш. Кышкыргыш. Или же можем обозначить словом «эйдау». Эйдау. Эйда подкаст. Эйдау. То есть мы подбадриваем человека, мотивируем. Эйдибис. То есть это однокоренной, да? Эйда и эйдау просто на конце. Эйдау. Да. Если ты человеку говоришь «эйда, эйда, эйда, эйда», сен эйдалисың, сен эйдисың, сен аны еще красың, мотивируешь. Аңладым. Эйдау. Что еще у болельщика? Они хлопают. Они рукоплещут. Кул шабалар. Или олкышлылар. Әйе, 5 с плюсом, Айнур. Вот прям по болельщиковской части у нас 5 железная. Кул шабалар, алкышлылар, алкышлар. Аплодисменты. Супер. Еще они могут петь. Например, когда Акбарс играет, у них традиционно звучит песня. Когда матч заканчивается, я знаю, звучит «Мин Йоратам, Синин Татарстан». Да. Особенно после победы, если это звучит, это будет «Жингу жиры». То есть песня победы. «Жингу жиры». Песня победы. И еще на больших стадионах, где приходят большие фан-клубы, фанаты пускают волну. Волна — это дулкан, а пускать, наверное, жибарирга. Дулкан жибарю. Дулкан жибарю, дулкан ясау. Изображать или делать волну. Дулкан жибарирга, дулкан ясарга. А как будет вот радоваться за победу? Жиңу үшін шотланырга? Сүйенерге, шотланырга, хуанырга. А горевать проигрыш или поражение? Как вообще будет, кстати, поражение на татарском? Жиңелю, оттыру. Жиңелю или оттыру. Потому что кроме слова жиңу, жиңелю, победа, проигрыш, у нас есть еще слова отту, выиграть, оттыру, проиграть. А оттыру там 2 Т? Ты так произносишь, будто там 2 Т. Оттыру. Анда и кетте. Ишиттим. Тоже 2 Т. Айнур, давай с тобой попробуем поговорить на татарском. За кого ты у нас болеешь, как болеешь, сколько раз посещал игры. Айнур, сен кайсы такым өчен жан атасың? Римма, минем им яраткан токымым, ул Рубин футбол клубы. Ул Рубин футбол клубы һәм мин яшь кенә стадионга барып йөрдем. Миңа хәзерге Рубин бик кызык түгел, миңа иске Рубин кызык иде. Кайчан анда 1-2 ел элек Слуцкий эшләгән иде, Хвичек Врацели уйнаганда һәм алар Еврокубкаларга чыкканда мин шул конференция лигасы уенында булдым, матчында булдым, премьер лиганың матчларында булдым һәм беренче лиганың да матчларында булдым. Чөнки Рубин ул әзгенә шундый вакыйга бар иде, ул премьер лигада уйнап, беренче лигага төшеп китте. Һәм минем бар шундый шарф, анда язылган Рубин, мин сине яратам, һәм мин шундый татар Рубинның татар жан атышы. Жан атары. Жан атары. Әйе, әлбәттә. Рима, синең нинди яраткан такым? Барс. Ягъни синең яраткан остазың, яраткан тренерың Слуцкий. Соңгы Рубинның соңгы вакытында Слуцкий. Әйе, без сөйләшмибез менә Рубинның иң иске вакытында, кайчан ул чемпион булды, кайчан ул Барселонаны җиңде һәм башка Европа клубларын җиңде. Менә
Соңғы 5 ел турында сөйләдем инде. Рубин уже не тот. Әлбәттә. Гафу итегез. Ты сказал одну фразу, и я не поняла, что ты сказал. Вот Давай. ты сказал, что ты ходишь или ходил на игры Рубина, и я не поняла, то ли ты часто ходил, то ли ты молодым ходил. Ешкине. Ешхана, то есть часто. Да, как это? Я сказал, что я сказал как-то по-другому, да? Звук не те произнес, я так понял. Ешхана, то есть хана тоже твердая, это значит часто. А ешкана, я думал, что имеешь в виду, что ты когда ты был молодой, ты ходил на игру. Еш значит молодой, и там вот это вот кине тоже будет мягкое. Еш, кине. Я вообще заметил себе в тенденцию, что я все, как сказать, умягчаю. Вот скажи клеить по-татарски, как будет? Ну, это провокационный вопрос, потому что есть вариация ябуштырырга. Можно еще и сказать, это, наверное, твой вариант. Мы говорим ябуштырырге мягко. Я тоже считаю, что я обмягчил просто. Вот мы говорим акрын. А мы говорим экрин. Ты про это? Мы говорим аз, мало. Да, а мы говорим эз, мало. Оба варианта приемлемы. Не стесняйся, применяй. Кроме еш. Кроме слова часто. На этом все. А теперь быстренько повторимся, что мы сегодня проходили. Итак, команда — это такым, игрок — уянча, болельщик — жанатар. Күрәш — борьба, ат чабышы — скачки, шаңғы — лыжи, yüзу — плавание, фигуралашу — фигурное катание. Позиции на поле. Капкашы — вратарь, хыжумшы — нападающий, сакшы — защитник, тренер — устаз, комментаршы — комментатор. Что у нас делают болельщики? Алкышлыйлар, кул чабалар, то есть аплодируют, шатланалар, сүйенәләр, радуются, кричалка, кычкыргыч, яки әйдәү. Әлем, байрак — это у нас флаг, дулкын — волна. Что у нас важно в поле, на площадке? Туп — это мяч, алка — это шайба. Жанатарға — это наша сегодняшняя тема. Это болеть за любимую команду. И еще больше интересного вы можете найти в наших социальных сетях, Ютубе, Телеграме, Инстаграме и в ТикТоке. А с вами были ведущие подкаста Римма Хам Айнур. Уңышлар сезгә, сау булыгыз. Болейте на здоровье. Әйдә подкаст. Учим татарский.